Мой дедушка Даянов Фазил Фахрлы Гаянович родился в 1926 году в деревне Исаметово. В 1944 году, когда ему исполнилось 18 лет, его призвали на военную службу. До июля 1945 года он служил в 636-м запасном артиллерийском полку. До 50-го года нес службу в рядах красноармейцев мастером-специалистом по ремонту и хранению бронетанковой техники на Дальнем Востоке на границе с Японией. Награжден медалями за победу над Германией, знаком «Ударник труда» и юбилейными медалями Советской армии и флота. В мирное время трудился в лесном хозяйстве. Был лучшим работником лесхоза деревни. Мой прадед со стороны мамы, Мухтаров Кусман Мухтарович, в первые же дни Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной армии. 36-летний труженик деревни, оставив жену и детей, отправился защищать родину от врага. Он служил в 31-м кавалерийском полку в гвардейской дивизии, но 13 января 1942 года он был тяжело ранен, ему ампутировали руку. Это произошло на юго-западном направлении от фронта. После этого он был демобилизован и вернулся в родную деревню. Мой прадед Гусман Мухтарович, несмотря на отсутствие одной руки, до конца дней работал кузнецом. Я, внучка и правнучка победителей Великой Отечественной войны, горжусь своими близкими, внесшими вклад в эту великую победу. Моего прапрадеда со стороны мамы звали Мухаммадуллах Хадимулович Хадимуллин. Он родился в 1898 году в деревне Телекеево. Он был трудолюбивым, рассудительным человеком. В первые же дни 43-летний прапрадед, оставив мирную трудовую жизнь, ушел на войну с фашистами. По рассказам прадедушки Галинура Мухаммадиевича, я знаю, что он был рядовым стрелком Красной армии. Прадедушка не любил фильмы о войне, так как сам испытал все тяготы в военной службе. После тяжелого ранения в 1943 году он вернулся в родную деревню. Даже в тяжелые послевоенные годы бывший израненный боец оставался в строю, не покладая рук, работал в колхозе. Я, праправнучка победителя Мухаммадуллы Хадимуловича Хадимуллина, горжусь подвигом и жизнью простого бойца Великой Отечественной войны.